привет! С вами Диана Грит, и сегодня мы расскажем вам, как провести бюджетные выходные в Санкт-Петербурге. И сегодня мы покажем вам рыбный фестиваль, который проходит, по-моему, 17 числа, если я не ошибаюсь, где мы побывали на мастер-классе от кулинарной школы номер 1. Не знаю, видно, не видно? Ссылочка в описании, да? Ссылка будет в описании, вы сможете с ним познакомиться, не знаю, потому что на самом деле штука интересная. Они готовили мидии, это было очень вкусно. Опять с овощами аль денте. Абсолютно бесплатно, что самое главное в рамках наших выходных и нашей сегодняшней темы. Поехали дальше! Наверное, самая главная фраза сегодняшнего видео, которую я мечтала еще сказать 2 видео назад, это подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, я буду рада вас видеть. Если вам интересно, как мы проводим выходные в Питере, добро пожаловать! Итак, друзья, мы добрались до Литейного проспекта, до музея Анны Ахматовой. Сегодня здесь проходит выставка, которая называется «Фонтанки на чистых прудах». Фотограф и писатель Юрий Рост и художник Федор Саруканов создали совместный проект «Садовый график», который представляет собой шуточные открытки со стихами о городской жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Собственно, поэтому она и называется «Фонтанки на чистых прудах». Сейчас мы вам покажем детали данной выставки. Она абсолютно бесплатная, и каждый желающий может ее посетить и разнообразить свои будни и выходные дни.
Грилем Бразерс. Да? Да. Мы остановились на нем. Когда вот эта штучка завибрирует, значит наш заказ будет готов. Я каждое утро. Я иду на работу, я гуляю. Не самый лучший вариант гулять по Невскому выходной. Вот почему. Вечером еще куча пьяных дел. Все нам не так. Примерно в таком же количестве, да. Такой же плотности. На метр квадратный. Флайеры тыкают прямо в лицо. Смотрите, они веселенькие. Они же не просто так идут. Да, вот справа от нас, кстати, тоже веселенькие. Ну, веселенькими стали. Как это называется? Они... Эти, стиляги, да. Стиляги. Все, народ все знает. Стиляги. Интересно, это только в Санкт-Петербурге очередь за пышками? Серьезно. Мне кажется, я такого еще не видела. Идем мы на Дворцовую площадь, точнее уже пришли на Дворцовую, где сегодня на протяжении всех выходных проходит кинофестиваль.
демонстрируют фильмы. Сегодня, если не ошибаюсь, это фильмы «Брат», да, «Прогулка», «Питер ФМ». Еще несколько такого формата фильмов. Да, надеюсь, на что-нибудь мы попадем, посмотрим. Еще раз немного поподробнее о том, где мы перекусили. Это заведение на улице Садовая, правильно говорю? Да, Малая Садовая. Малая Садовая, да, все, меня лучше поправляй, если что. Малая Садовая, братья Гриль. Взяли там что-то в формате ланча, куда входим на выбор либо фиш энд чипс, либо шаверма и на выбор напиток. Хованскому привет. В общем, мы решили, так сказать, будучи с недавнего времени, благодаря вышеупомянутому господину, любителями шавермы, решили ее оценить, собственно говоря. Потому что, по цене не будем мы оценивать, скажем так, более подробно. И, может быть, когда-нибудь, опять же, вышеупомянутый товарищ сделает обзор на данную шаверму. Мы не шавермисты. Мы не шавермисты, да. Мы просто люди, которые хотели бюджетно перекусить в данном случае. В общем, обошлось нам все это дело 2 шавермы, 2 чая в 580 там что-то там рублей. В принципе, нормально. Для перекуса, для такой еды на ходу. Не самый полезный, но не самый вредный. В общем-то, ничего. Остались мы в целом довольны. Тем более на Малой Садовой там какое-то время делался, да, реконструкция или что такое, ремонт там фасадов, да, по-моему, что-то такое было. В общем, мы не могли на нее попасть все это время. И сегодня, наконец-то, это событие состоялось, и мы открыли для себя массу заведений, которые есть. Что и все. Потом вырежем это. Давай дальше. Ничего там не было такого. Мы просто туда не ходили с тобой. А мы просто не ходили. Ладно, я наврала, да, мы, может быть, просто там не ходили, а я, как всегда, перепутала очередную улицу с какой-то другой очередной улицей. Такое бывает. Здесь особенно это у меня случается очень часто. А с топографией, да, у меня, к сожалению... У нас я главный за это. Бывает, да. Я не заморачиваюсь, скажем так. Вот, и, в общем-то, после такого плотного обеда, скажем так, да, мы прогулялись до Дворцовой, где посмотрели фильм, который, да, представлен был на улице. «Свой среди чужих, чужой среди своих». В общем, как-то так примерно название. Это Михалкова, да? Да, фильм Михалкова. Один из самых, наверное, неплохих и известных фильмов. Посмотрели мы его ровно до того момента, пока нас слегка не потревожил дождь. Вот, это было недолго, но, тем не менее, это было круто, необычно, и первый раз, в общем-то, мы посетили такое мероприятие. И самое главное, по теме, собственно, нашей с вами сегодня беседы, это было абсолютно бесплатно. Вот. И то, на что мы потратились сегодня, это было 600 рублей на еду с чаем. 600 рублей на еду, да, в общем-то, и все. И вот кофе, и то, которое досталось мне по приложению. Пока не буду говорить, по какому. С учетом того, что в настоящий момент, пока погода радует, и, собственно, если вы, ребята, собираетесь в Санкт-Петербург, то свой день можно наполнить как минимум прогулками, потому что смотреть тут можно бесконечное количество времени, бесконечное количество всяких улиц, даже просто архитектура и то, что вы будете видеть вокруг себя, уже сможет разнообразить ваши выходные. Это как минимум, особенно в хорошую погоду. А говорим сейчас с едой, можно было действительно поесть намного дешевле, но просто мы не хотели совсем прям кушать шаверму на улице, съели нормальную
Нормально. Ну, Наверное, когда-нибудь... можно было вполне найти и перекусить в столовке за 200 рублей на двоих. Поэтому Покушать не можно стали и показывать дешевле. это. Если захотеть, покушать можно и дешевле, скажем это так. Но мы хотели найти какое-то новое необычное место, собственно, поэтому попробовали, да, «Братья Гриль». Вообще, наверное, на будущее, может быть, когда-нибудь и расскажем, да, сделаем такой некий свой топ, там, 5 любимых... Столовок. Любимых мест, наверное, это будет больше. Не могу сказать, что они все там либо не бюджетные, либо бюджетные. Это средние, доступные для всех абсолютно места. И когда-нибудь, я думаю, вам их покажем и вкратце расскажем о них, да, уже так более подробно, нежели сейчас. Все-таки сейчас мы с вами говорили на тему бюджетных выходных. Вот. Ну и мы безумно устали, на самом деле, потому что ходим мы, начиная со скольки? Не знаю, с 2. Ну, часов с 2, наверное, с часу. Нет. 8. Ну, где-то с Ну, часов в 5-6 мы ходим. 5-6 непрерывно, на самом деле, мы изгуляли очень много. Все это вы видели ранее в видео. И второй раз я повторю эту фразу, нет? Или не повторю? Ну, давай. Повторить? Подписываемся на мой канал таки. Мне кажется, я уже вошла во вкус. Если в этом видео прозвучит это 2 раза, значит, я все-таки вошла во вкус. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, буду рада вас видеть. И ждите новые видео. Они будут выходить раз в неделю по выходным. Все. Ты что, кино снимается? Почти, да. Ради Федора Михайловича? Ну, практически, да. Вы вообще из Питера?